Миян республика Зев Озыр, унаторян. Бъден лътъца, мупиш перяны мушир, изшом бокшит, да мукъд мупъчка са озърлун, ю йолияс озъръш съджваан. Нъща республикаан унавър да бъчамавотас. Ставна стаян йъз важеннин велалисны въдиччины. Но век же Миян республика сатуялыш яшуаны. Пу бъдмъгясын нъща на вел уна озърлун. Кодясыс ная вощтыны бъдлун, да туялыны. Талун мине унавишталам. Кучам вырван течем ребус ясвыла химикяс верманынин вочавижны. А кучам гущатор ясвыла сымынна коршыны вочаков. Ставку бъдмăгясыш туялыш яслан шуам шерти поже торьедны уна шикас сидь шушана бъдмăг полимеряс. Бъдмăгяс артманы целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозаяс да нăшта уна мукăтторьыш. Бъдмăгясын да пуясын медуна целлюлоза. Сия унжик мукăт компонент дорыш, не лямын ветымын процент мындакымын. Нăшта бъдмăгяс озырăш лигнинын. Став пуун сием, къти абу ăтмânta. Коз пожым яслан да став лыска бъдмăгяслан пучărын, сия кыжщань комын кăк ямыс процентăç вермăлоны. Коря пуясын кăк пăв ечаджык. Тамын даже кымын щу иджасын, да скăк кыж куим процент. Бурет штавылă и ужалăны туялышяс, да перьяны налыш став озырлунца. Одна из разработок нашей лаборатории в экологическом направлении – это получение сорбентов нефтепродуктов на основе лигноцеллюлозного сырья, которое мы выделяем из любого растительного сырья. Мы сечем из сорбенты с бурака уна антăдăны. Но век же коди остăd вишталам. Тая чорыд либо кижер материал. Коди чукărты орцышыс аспычкас газяс, либо ковтăm сурасяс. Буре штачăмсы туялышяс уна во сайыннин велалисны вăчны целлюлозаыш. Медым весавны мува веркăс кища муширыш, да сылан сурасясыш. Разработано уже давно, в 1998 году. В Усинске был тогда в те времена крупный разлив нефтепродуктов. Промышленники обратились в том числе и к нам с просьбой получить такой эффективный сорбент нефтепродуктов. Туялышяс эскăдăны. Сорбент даштыны зевкокни. Тавысна артмă донтăm. Полимер медво чуяны госа шомвасовясы. Тая майдăк сурасясава. Сеща гудралигмоз шонтăны, квай тымын шижимдас градусăч. Не требует особого оборудования. Обыкновенный стакан с реакционной смесью соли жирных кислот. Исходное сырье, в данном случае целлюлоза, падает на дно, то есть она очень хорошо поглощает воду, набухает. Данная обработка направлена на то, чтобы придать этому лигноцеллюлозному материалу гидрофобные свойства. Гидрофобность, то есть это отталкивание воды. Артмă mai dăgava în cupaitem colă med celluloza oznин văi, a siccă sie cutascucișnă va vercăsân, da ciucărtnă leoc sorasias. No amed mai dăg dârgă cucișas celluloza vercăsân, seccă соттănă нășta оти реагент. Алюмокалиевые квасцы, они осаждают на поверхности нашего волокна вот эти мыла. Образуется такая небольшая пленка, которая прочно обволакивает волокно и позволяет ему держаться на воде. Вот этот продукт отожмем, он высушивается и готов к применению. Медым тăдмамны кыджи уджалы сорбент, дерджа туялышяс медводж моделируйтисны лабораториян. Сотая миян не ыджытты. Сетче кищис мушир, либо сылан сорас. Такие вот нефтяные пятна. Она в основном на водной поверхности. Берется сорбент и наносится любыми способами. Есть различные установки, уже сконструированные. При попадании на пятно, благодаря своей пористой структуре, он моментально вокруг себя собирает нефть, впитывает. Тани ми бураджа мы химической сорасяс сбыль осщетны целлюлозалы войны. Туялышяс эскăдăны. Сорбент кучище ва веркăсын вел дыркат чăж, маты комын лун. И тая зевбур,ăd муширан либо сорасясын тыран сорбент кă вăяс пыдăсă, ю тын ва ставнас кутас нёжьяник няйтăщины.
Буреч тая комын луна и ковтасный сорбент ва веркасыш. Это очень хорошие показатели. Основное поглощение произошло в течение 15-30 секунд. После какой-то выдержки этот сорбент просто легко собирается с поверхности воды. Сорбент очищает воду на 90-97%. Сорбционная емкость, то есть по отношению к нефти, составляет 9 грамм нефтепродукта на 1 грамм сорбента. Но тоже в зависимости от основы. Целлюлоза щукарта мушир пыджралыны да бергаданы производство. А колем сорбентыш чакыджикавычыны ломтан брикетяс. Талун туялыша туялыны кыджи кысканы ас пычка мушир да сылыш сорасяс, газетыш, картоныш да мукат шикас макулатураш вычем сорбентяс. Здесь мы решаем ресурсосберегающие проблемы, то есть не используем первичное волокно, которое и так достаточно используется для производства бумаги, а переходим на использование вторичного волокна, на использование отходов. Сиджа химия лаборатория сынталун виджаданы. Кыджи кутаны ашса мукат шикас целлюлозаяс. От целлюлоза туялыша свелалисны торьядны шабдыш, лыскыш, печерыш, вещик боршевикыш да унамукат пыдмагыш. Кроме того, активно сейчас стали работать с сырьем травянистого происхождения. В частности, это могут быть отходы соломы злаковых, это тут уже измельченное разнотравье. Из нее такие же продукты получаются, целлюлоза и все что угодно можно сделать. Также лен, это длинноволокнистое сырье. Лен мы привозим из Иваново. Им интересно, на основе льна можно какие материалы получить. А материалы такие же. Это могут быть и сорбенты, это могут быть и порошки, это может быть и целлюлоза. Бумага вычем зев куш да уначупада. Производство вылын целлюлоза торьедыган мынтачыны став ковтом торшис. Чоч и лигниныш. Кыджи мишуимнин тая быдмак полимер. Лигнин пулыкола метсиевал изумыт да чоры. Нышта тая вещество он зев унакращитель. Кодыщета пулы рым. Тая зев коланату. Но медым артмис бур бумага лигниныш кола мездачыны. Производство помын лигниныш весалом ва пета юа. В нашей лаборатории мы проводим исследования разного направления, в том числе и экологического характера. Разработана была методика уже давно, но она активно используется и востребована на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Это методика по экологическому контролю лигнинных веществ, которые загрязняют сточные природные воды. Лигнинные вещества переходят при варке древесины, щелока, сульфатные, сульфитные, в зависимости от того, какое производство. Медым производство вылын кокня вермисны гагырвоны кымын лигнин весалым ваын. Лаборатория антуялыша сдачтаны сотачем график. Но с еслышедом выла кола нуадны вель уна реакция. Медвоч кола дачтыны вещество кодоцыган позже торьедны лигнин щелокыш. Кодосваяны бумага вычан производство вылыш. Для выделения стандартных образцов лигнинных веществ, лигносульфоновых кислот из стоков целлюлозно-бумажных производств, нам нужно получить неорганическую соль. Это хлорид, гексаамина, кобальта 6. Это такой комплекс сложный из кобальта и аммиака и хлоридов йодов. Для этого мы берем хлорид кобальта, вот он такого красивого цвета. Помещаем его в склянку дрекселя. Хлорид аммония, это очень похоже на соль экстра. Помещаем туда же, добавляем немного воды. Сюда же добавляем активированный уголь, тут его буквально чуть-чуть. В качестве катализатора он служит для окисления. Обычный древесный уголь, березовый. И сюда же добавляем водный раствор аммиака концентрированный. Нашатырный спирт, только более концентрированный. Компонент соттам бырын ставса бура гудралыны да леджаны сыпыр сынат. Аквариумный компрессор отсаган. Кола на вещество артма сымын кыкчас мышти. Из этого щелока лигнин осаждается вот как раз тем веществом, которое
мы показали вам, который синтезируется. Осаждается, опять же, происходит несколько процессов очистки, то есть это тоже не одностадийный процесс. И в результате получаем вот лигнин. Из этого вещества, лигнина или лигносульфоновых кислот, мы получаем стандартный раствор. Он выглядит приблизительно вот так вот. На основании этого стандартного раствора строим с помощью спектрофотометра, то есть спектрофотометрически калибровочную кривую, ту кривую, по которой дальше можно работать уже самому предприятию. Буряч тачем график талун вель кокни алышадыны тачес лаборатория. Но корка туя лышяслан тая метод воштам выламуны свели унакад, вели вычема уна реакция. Гижема диссертация да лышадыма патент. Тачем график лаборатория андаштыны быт производство лыторья. График отцыган производство вылын ужалышяслы ознинко вычыны некучам торья экспертизаяс. Ная ашны свермасны кокни атыдмавны. Мы-то лигнин полисваын. Да, Йона съесочь. Поэтому методика востребована не только на предприятиях целлюлозно-бумажного производства, но также службы экологического контроля тоже могут использовать эту методику в своих целях для определения. То есть существуют определенные нормы, которые допускают содержание лигнинных веществ. Лигнин придает цветность воде, потому что он сам по себе темный. Если превышается эта норма в воде, то, естественно, службы заставляют предприятия, которые с этим связаны, более тщательно очищать сточные воды, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Бумага вычанинын лигнин шибитаны. Но туя лышьяс шуаны, тая зев бур полимер, и сия вермас ковмыны. Шуам лигнин ишвычаны удобрениес. Нышта энтеросорбентиас. Не веселаны чукартаны химикяслан кывясынкы абсорбируйтаны. Морт кынамыш быт шамалек микробияс да аналыш колясяс. Быт лун ученые туяланы да тыдмаланы материал яслыш выль свойствуяс. Луныш лун нуаданы быт шама реакция. Код ясваяданы научный кывкартадесач. И держа воштаны мыка выльтор. Коды быть нышта на бурмадас мортлыш олан.